Бисмиллахи, альхамдулиллахи, ассалату вассаляму аля расулиллах. Доброе утро, дорогие друзья! В Коране и изречениях пророка Мухаммада, мир ему, упомянуты некоторые научные факты, которые были подтверждены учеными после многих экспериментов и исследований в различных областях науки. Например, ученые подтвердили, что при взрыве огонь, температура которого равна 5000 градусов по шкале Фаренгейта красного цвета, при температуре 12500 и чуть выше градусов белого цвета, а при 1 000 000 градусов по шкале Фаренгейта огонь становится черного цвета. Об этом более 14 веков назад сказал пророк Мухаммад, который не умел ни читать, ни писать. Он сказал: адское пламя горело 1000 лет, пока не стало красным, еще 1000 лет, пока не стало белым, и еще 1000 лет, пока не стало темно-черным. Тут же добавим, что также современная медицина в области эмбриологии подтвердила, что зародыш эмбрион в утробе матери огражден от света 3 оболочками. Эти оболочки составляют 3 темных слоя, защищающих зародыша от внешнего света. Об этом было сказано в Коране Аллахом Всевышним. О современной медицине стало известно об этом лишь недавно. Таких примеров много, и чтобы рассказать обо всем, потребуется немало эфирного времени. Мы видим, что ислам заботится о науке с самого начала развития человечества. Эти примеры подтверждают истинность того, что Мухаммад, мир ему, является пророком Всевышнего, получавшим откровение от Аллаха и правдивым во всем, что возвестил от Аллаха. Одно из основных положений веры – это признавать, что Мухаммад, мир ему, послан Аллахом ко всем мирам, людям и джиннам. Он правдив во всем, что возвестил и передал от Аллаха Всевышнего, будь то вести о предыдущих народах, пророках и о начале создания, или о разрешенном и запрещенном из действий рабов Аллаха, а также о его предсказаниях о том, что произойдет на этом и на том свете. Пророк Мухаммад, мир ему, возвестил и передал от Аллаха о мучении и благоденствии в могиле, о допрашивании ангелом Мункаром и Накиром, воскрешении мертвых, то есть выход людей из могил после того, как восстановятся их тела и обретут душу, и что люди будут собраны в судный день для отчета, где будут взвешены их деяния, и что в зависимости от их деяний каждый пройдет через путь над адом. Одни из них войдут в рай без мучений. Это богобоязненные, верующие и грешники-мусульмане, которым Аллах простил грехи. Другие же грешники, которые умерли без покаяния, будут в аду, где, искупив грехи, войдут в рай. А те, кто не покаялся в неверии, вечно будут наказаны за то, что умерли неверующими. Также надо верить в то, что рай – дом мира, дом благоденствия, обитатели которого будут в вечном наслаждении, где нет усталости, грусти, обиды, тяжести и старости, и что ад – дом наказаний и мучений, в котором неверующие будут находиться вечно, там, где не будет им облегчения. Это часть того, о чем рассказывал пророк Мухаммад, мир ему. Аллах повелел нам знать, что путь к спасению – это стремление к знаниям в религии, познавая то, что Аллах повелел нам знать, и избегать того, что Он запретил. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.